Пиши. Пишу. Просто ставь стойку, стой, молчи. Техника выполнения захвата. В принципе, выполняется обеими способами. Что рубящими ударами, то есть разрубанием, что забрасыванием. Забрасывание чуть опаснее, потому что нам все равно нужно взять руку и либо вот здесь разрубить, либо здесь разрубить, используя именно вот эти сухожилия. Мы не используем, говорим, вот эти действия, мы просто простое разрубание. Поэтому действие должно прийти захват от мизинчика. Должен быть ударное воздействие, чтобы попасть в нерв. После этого нагрузить сразу. Оно не такое мягкое, как сейчас кажется. Действие вот оно. И сразу же в руку взял, захват, вот оно. Вот мы за гладик взяли человека за ухо. Поэтому отпусти руки. На практике применения, если человека нужно вывести, то вот оно действие. Оно сразу ударное. И просто после этого, опять же, удар наносится куда? В руку. Удар. В руку. И опять же оно докручивается. Добился? Удар, захват. Пошли. Главное выяснить сам принцип выполнения захвата. То есть ударное. Чтобы рука сразу отсушилась. И как только пошел, вот оно действие сразу следующее. Захват, удар. Захват, удар. Если у противника длинные руки, то оно должно быть захват, удар здесь. Сразу же. Опять же, оно может быть здесь снизу. Разрубать-то можем снизу. Вот он. И захватывать за одежду. Если нет одежды, захватывать за мясо. Вот это да. Для этого нужно тренировать мизинцы отдельно. Либо же оно изнутри. Опять же. И сразу давить на ногу. Для того, чтобы отработать пальчики, правильный захват. Мы ставим партнера по тренировке и делаем массаж. Ставим пальчики и накатываем на них руки, но не мягко, а сразу вдавливаем все время пальчики и накатываем в руки. Вот мы взяли, потянули, опустили ниже, накатали. Это моя кожа. Понятно? Да. Поэтому, когда в стойку попал, вот он действие. Опять же захват сразу. Опять пальчик, глазик. Пальчик, глазик, как палка банка. Если человек не стоит в стойке, потому что, допустим, действие охранника в ночном клубе. Человек не стоит в стойке. Нет, я охранник. Ты же гопник. Блин. Человек стоит. Ты просто его должен выписать. Человек уже набычился. На любое действие агрессивно, человек реагирует агрессивно. На любое действие схватить, человек тоже может зажаться. Вместо того, чтобы дать ему зажаться, ты его бьешь вот таким действием. И привет, мой дорогой. Все. Здесь уже спокойно идешь дальше. Принцип, который не видно было сейчас, я думаю, в остальном видео. Знаешь, что я говорю? Что его? Вот он удар. Руку. Захват выполняется ударом. То есть ты берешь именно, вот он. Больно, некрасиво, неприятно. Здесь просто уже берешь ручку на контроль. Берешь аккуратно. Если бить, то еще быстрее. И бить лучше. Для отработки достаточно поставить партнера. Только желательно одеть не тонкий костюмчик, а теплую одежду, потому что пробивает. И тренировать захват все равно за одежду. Если тренировать захват за руку, то эта рука очень быстро начинает болеть. Она уже болит. То есть, вот оно действие. Покажи, пожалуйста, в каком направлении ты нагружаешь человека после того, как захватил. Куда нагружаю? Да. В принципе, если я здесь в этой стойке, то туда, чтобы заходить за спину. К центру тяжести человека непосредственно. Да, вот туда, вот туда. То есть попытка в идеале туда, но на самом деле человек зажмется. То есть как только больно, человек напрягся. В этот момент удар, человек уже не напрягся. Человек уже не напрягся. А если другая вариация?
А? А если другая вариация? Другая реакция какая? Другая вариация, говорю, если с другой стороны руку брать. Можно с другой стороны, Да конечно. заткнись, Сережа, мне больно. Если не отсюда? Да, Если отсюда? да. Попал? Куда ты нагружаешь человека? Вот в чем вопрос. Вот, опять туда. Вначале сюда, а потом сюда. Сначала к себе, потом Опять же назад. мягенько волной. То есть взял к себе от себя. Ага. К себе, чтобы напрягся, и от себя, чтобы надавить. И опять же здесь можно уронить спокойно человека. Подожать уже. Куда хочешь. Все. Хватит, пауза.